Добрый день. Сегодня я хочу рассказать немного про аборт. Аборт– это очень сложная тема. Мы неоднократно слышим разные мнения про аборт с разных точек зрения. Но ответов только два– за и против. Я против. Почему? Потому что моя теоретическая основа исходит из-за наблюдения плохого состояния здоровья у женщин после аборта. Аборт– это очень большой стресс для женского организма. Она нарушает целостность анатомической структуры матки и внутренний энергетический баланс. Матка по-тибетски называется вно, означает мешок для ребенка. Именно в этом мешочке находится так называемая теплая энергия метро. Эта чудо-энергия непосредственно сохраняется с помощью базального слоя эндометрия. Когда базальный слой находится в нормальном состоянии, только тогда образуется функциональный слой эндометрия, который функционирует теплая энергия в матке. Ни одна женщина не может забеременеть при отсутствии теплой энергии метро. Вот именно когда при процедуре выскабливания есть очень большая вероятность, что могут повредить этот базальный слой и теряется теплая энергия в матке. Поэтому аборт становится одной из главных причин вторичного бесплодия. Сколько я практикую лечение женских заболеваний и бесплодия, столько я замечаю, что после аборта возникает очень много различных женских заболеваний, например, болезнь холода, гормональное нарушение, воспалительное, эндометриоз, миометрит, гиперплазия эндометрия, спайка, психологические болезни и так далее. Бывает еще сложнее заболевания, которые накапливается плохая кровянистая желтая вода и образуется опухоль. Это в тибетской медицине считается, что одна из опасных заболеваний, которая по-тибетски называется болезнь Шча. Вот видите, аборт очень вредно для женского здоровья, поэтому я всегда против аборта. Конечно, если замерз плода или плод имеет очень большую патологическую проблему, тогда это совсем другое дело. Дорогие женщины, самый лучший вариант – это избегайте внеплановой беременности. Мама – это самый великий человек на свете. Не каждый удается стать матерью, и нет ничего выше материнской любви. Спасибо.